Сегодня коллектив Абхазского института гуманитарных исследований вспоминает своего сотрудника, заведующую библиотеки Агрба Тину Ивановну. Каждый день работники Абиги, исследуя свои темы, соприкасались с научными трудами своих предшественников, находя искомое в библиотеке. Легко и быстро находила нужное среди стеллажей и полок заведующая библиотеки Тина Ивановна. Этот необыкновенно светлый человек никого не отпускала без доброго напутствия. Такой ее запомнил весь коллектив. Ну, а Тине Ивановне, как специалист, она, насколько я знаю, была единственным по образованию тоже, что она библиотекарь. Это точно знаю. Что я могу о ней сказать? Только теплые слова, но как специалист мы могли в любое время зайти к ней в кабинет и сказать, мы хотим вот эту книгу, назвать автора. Она могла подойти на полку и взять эту книгу. Даже она знала, по какой нумерации как бы стать, несмотря картотеку. Если даже мы не знаем автора, мы могли называть свою тематику, она нам могла подобрать книги. То есть это был профессионализм. Вот. В последнее время она больше всего, конечно, старалась, чтобы больше информации мы получали, больше книг приобретать. Но, естественно, вот эти вот последние издания всех научных журналов. Она до последнего подпиской занималась и добивалась, чтобы эти все журналы научные, независимо от любой тематики, она добивалась, чтобы мы получали. Ну, конечно же, библиотека должна пополняться. И это ее еще большой плюс, что после войны библиотека благодаря нее восстановилась и сохранялась. Тина Ивановна Агрба родилась в 1947 году в селе Нижняя Шера. В 1965 году закончила Эшерскую школу и поступила в культпросветучилище. Будучи студенткой последнего курса, была приглашена на работу библиографом в библиотеку АБНИ Маргани Еленой Владимировной, которая стала ее наставником на всю жизнь, а позже и большим другом семьи. Я хочу начать с того, что как я ее выбрала. Я ее выбрала, потому что когда я пришла после окончания института, библиотека была в ваховском состоянии. 55 тысяч книг выбрать, вы сами понимаете, если, предположим, вам нужно будет по этнографии или по языкознанию, нужно знать, где они стоят. А они стояли там, где были пустые полки, так ставили. Взять меня сразу не могли, там свои обстоятельства были. Тогда директор был Хохут Соломонович Гашба, а заместителем был Акибе Флатович Ханели. Да, ответственность была на мне, потому что надо было ей показать, это все не так просто было. Она все это впитывала, она это все брала. Она никогда не стеснялась просить, учиться, а это очень много. Это не каждый. Бывает стыдно там что-то. Нет, она всегда училась. Потом, это был где-то 69-70 год. Мы ее приняли на работу, и, она все время была. И нужно отдать должное, конечно. Я бы одна это не потянула. Вы понимаете, 55 тысяч, а тогда только 2 человека нас было. Это надо было, а там потолки были, подняться наверх, спуститься вниз, опять поднять наверх, опять спуститься вниз. Это невозможно было. Конечно, как всегда на работе, там подруги, девочки, она влилась, как будто бы была там всегда. И нисколько мы не чувствовали, что она младше нас там или мы там старше. Нет, мы были наравне. Она очень была такая добрая. И я бы сказала, она могла за себя постоять. Но она как-то была послушная. Она во мне как-то видела, не знаю, наставника, наверное. А когда уже я уходила, меня спросили, а кого? Я говорю, я думаю, что
кроме Тины, а кто еще? Нателла к тому времени уходила уже, не хотела. Ну, не знаю. В общем, я ее порекомендовала. Я написала докладную, тогда уже Вася Авицба был директором. И я думаю, что он принял это. И, в общем, потому что было бы жалко те труды, которые мы туда вложили, чтобы кто-то... Я, правда, сейчас не знаю, как и что. Эта страница уже давно перевернута. Я и не знаю, что и как там. Но пока Тина была, мне, конечно, я понимала, что она это ценит, знает, какой мы труд туда вложили, и сколько переносили и туда, и сюда. И это все это не так просто было. Вы знаете, вот были у нас читатели, которые могли на наших глазах украсть книгу. Да. Потом наши сотрудники были, которых я очень интересно вытаскивала из-за пазухи. В этом плане я не стеснялась. И она это поняла. И она вот была такой вот жесткой. Вот ты сказала, что она там сказала, вот книги надо вовремя сдать. Она усекла это. Она знала, что да, книги надо вовремя сдать. Значит, нужно все это проверять, не стесняться. Потому что я сказала, Тина, стесняться в этом плане нельзя. У нас раритеты. У нас такие есть книги, которые ни в коем случае мы не можем потерять. Да, вот эта жесткость была в работе, в жизни нет. Позже Тина Агарба закончила исторический факультет Абхазского педагогического института. С 2000 года была назначена заведующей библиотеки Абиге, где проработала 55 лет. В 2013 году за долголетнюю и плодотворную работу заведующей библиотекой Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля Агарба Тине Ивановне было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». Мановочка, эта книга самая старая в нашей библиотеке, которая говорит о истории Абхазии. Ценнейшая книжка, которой пользуются очень многие ученые, приезжают, фотографируют. Вот этот атлас. Это карта Абхазии, да, вот зарисована. Написано в сухом коле. Гагра, Гагринский храм. Храм разрушенный, да, Лахна. Она всегда говорила, что ей выпала большая честь работать с людьми золотой эпохи, такими как Георгий Алексеевич Дзадзаря, Шалва Денисович Иналыпа, Юрий Воронов, Станислав Лакоба. Конечно, сложно говорить о Тине Ивановне вот в прошедшем времени, потому что мы проработали очень долгое время. И я могу сказать, что мы были знакомы вот по работе еще с довоенных времен. И первое мое поступление на работу, кстати, вот когда Георгий Алексеевич принял меня на работу, он попросил помочь вот спуститься. Он говорит: Елена Владимировна, заведующая библиотеки, в курсе. Произошел накануне, как-то был пожар в библиотеке. Нужно было помочь восстановить фонд библиотеки, раскладывать книги. И вот первое знакомство мое произошло вот именно в библиотеке. Я помогала, наверное, неделю в восстановлении книг. В первую очередь, конечно, это радушие. Это вообще был центр, где мило принимали каждого сотрудника. Ну, в каком плане? Человек приходил с определенной темой, допустим, кто-то пишет диссертацию, кто-то плановую научную работу. Моментально, в течение буквально 10 минут, Елена Владимировна, естественно, руководила всей этой работой. Каждый из них знал, где находится какая книга. С таким радушием выдавались книги. Мне хочется вспомнить те
ту теплую атмосферу угощения, которую они устраивали в этой библиотеке. И каждый раз, даже с поводом и без повода, мы спускались туда. Но Тина Ивановна, конечно, застала период послевоенный. Вот это, можно сказать, третий период восстановления нашей библиотеки после пожаров. Это отдельная тема. И там был проявлен огромный, колоссальный труд. Тина Иван Пхал, Джабара Чопа Псуацарат, Института библиотека фонда систематизации Зураджа. Коллектив Дара Батулу Курцун, Ларги Патук Царала Дерзыкан. Тина Иван Пха Дуя Мустафиоб. Яснаги Аразралчуку Хюйцон, Пхарал Хылцон. Джидала Аджар Дахзыкан. Пыхаду Хамалдит и Хлырцаз, Яхлырбаз Дара Зиратшоп. Тина Иван Пха и снаги Дуюла Шинахгуадзаджандан ход. Тина Ивановна создала семью, воспитала детей, увидела внуков и оставила добрый след в душах людей.